когда мы были в Турции, опять же, мы были с нашим театром, там есть специальные заведения, которые специализируются только по приготовлению искандер-кебаба. И там при подаче подходил официант с сотейником, и всегда при вас красиво-красиво. Все это поливалось обильным маслом. Да. Но это еще раз подтверждает, что это блюдо действительно татар. Здравствуйте, дорогие друзья! Исянмысыз. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит заслуженная артистка Республики Татарстан, ведущая актриса Русского драматического Большого театра имени Качалова Надежда Ешкелева. Надежда, здравствуйте! Здравствуйте. Приятно вас видеть. Признаюсь, мы очень любим, когда к нам на студию приходят актеры наших любимых театров. И уверен, наша сегодняшняя кулинарная постановка Порадует всех. Надежда Ешкелева, актриса Казанского академического Русского Большого драматического театра имени Качалова, заслуженная артистка Республики Татарстан. Родилась в городе Кирово-Чепецк Кировской области. С детства была артистичной и занималась в студии художественной самодеятельности. Закончила Казанскую академию культуры и искусств в театре имени Качалова с 2001 года. Среди сыгранных ролей Цейпел в «Скрипач на крыше», Таня в «Семейном портрете с посторонним», Варя в «Вишневом саду», Тоня в «Квадратуре круга», Черепаха Тортила в «Золотом ключике», Грицацуева в «Великом комбинаторе» и многие другие. В 2011 году в честь 220-летия Качаловского театра актрисе было присвоено звание заслуженной артистки Республики Татарстан. Что за две чудесные баночки вы принесли к нам на кухню? Расскажите и покажите. Это куштанеш. Правильно я произнесла? В театре уже знают, как готовиться к нашей программе. Да. Поскольку сейчас осень, и мне кажется, это самый оригинальный подарок, который я могла принести. Это свои помидоры и свои огурцы. Позвольте, Вот. позвольте, Да. позвольте. Я прям подержу, чтобы показать. Вот он, урожай 2017 года. Спасибо, Да. спасибо большое. Ну а самое главное, расскажите, что мы будем готовить? Сегодня мы приготовим очень интересное блюдо. Оно очень популярное и в Турции, и, в принципе, и в Казани. Классическое название его – это искандер-кебаб. Итак, мы начинаем. Надежда, расскажи, пожалуйста, с чего мы начинаем? Мы начнем с того, что мы на сливочном масле подсушим наш лаваш. Вам надо будет его порезать, я вам покажу как. Давайте, покажите. Да. Но давайте включим наши сотейники и сковородки, чтобы Кстати, они есть уже вот такие нагревались. красивые мои любимые сковородочки. Какую возьмем? Мы возьмем для хлеба, то есть для лаваша мы возьмем поменьше объемом вот эту, эту, да? а эту оставим для мяса, да. Так, хорошо, я включаю плиту. Давайте. На большой огонь сразу? Давайте на средний. На средний, да? Потому что хлеб должен подсушиться. У нас нет задачи его зажарить, он должен подсушиться Так. и зарумяниться. Да. Берем лаваш. Так. Ну, для начала разрежем его пополам. Вот, Вот само название «Искандер-кебаб». да. Это блюдо турецкое, да? Или Да. турецкий Да, татар, да, кстати. да. Очень много татар Да. живут в Турции. Да. Издавна причем. Да. В идеале мясо для искандера-кебаба нужно делать с шашлыка. Нарезается кусок шашлыка, да. Мы с вами просто будем, поскольку у нас нет такой возможности, мы будем сами жарить. А в идеале это нарезается тоненьким-тоненьким слоем с шашлыка. Баранина идет. Очень аппетитно. Ага, Начало ага. нашего рецепта. Так. Как режем дальше? Вот такие куски уже хорошо, что я вовремя посмотрела. Так, нам надо сделать квадратики. То есть вот такие небольшими квадратиками сейчас мы сделаем. О, хорошо нагрелась. Даже здесь чувствуется ее жар. Вот. Так, Да. маслица, да? Да. Какого? Сливочные. Мы Сливочное все масло. в искандер-кебабе все готовится на сливочном масле. Это, наверное, тоже одна из его особенностей. Вот смотрите так, и вот так мы сделаем такие кубички. Вот. То есть и будем обжаривать на масле. Да, подсушивать, обжаривать. Это будет наша подложка. Вот. Надежда, признайтесь, вашим многочисленным поклонникам, в том числе мне, часто ли вы проводите время на кухне? Вопрос очень-очень хороший. Не очень часто. Мне просто повезло, у меня муж хорошо готовит. И, как выяснилось, готовит вообще лучше меня. Ага. Вот, потому что у него, во-первых, можно сказать, есть поварское образование. Да, он работал в ресторане. Ну и в продолжение темы раскрою секрет. Ваш муж, он ведь приходил еще до вашего появления в нашей Да. программе. Да. Это известный кузнец Республики Татарстан и всея Руси. Да. Алмаз Казаков замечательно здесь готовил. Да. И даже сегодня, кстати, очень хотел прийти вместе с вами. Я сказал нет. Он хотел прийти помочь, потому что это его... Он просто не доверяет до последнего, думает, может нет, мне нет. прийти проконтролировать. Нет, он хотел покушать прийти. Давайте бросаем. Вот. Ну, это, к слову, о том, часто ли я бываю на кухне. А если бывает, то что готовить?
Ну, на данный момент я готовлю засолки. Когда у меня есть время, солю огурцы, помидоры. Я обожаю всякие кабачковые икры, там вот все вот это вот осенние все эти дары. Я обожаю. И когда у меня есть время, я с удовольствием это все кручу. Тем более у нас есть урожай свой, у нас есть огурцы, мы называем их сорт беспризорник, потому что время ухаживать за ними не так много, и они растут. То есть посадил и даже поливать Да, не и надо. я им всегда говорю спасибо большое, что вы выросли. Надежда, сегодня мы в программе «Секреты татарской кухни», она называется. Про татарскую кухню что можете сказать? Я могу сказать, поскольку я человек приезжий, я приехала сюда в 97 году. Для меня это было, конечно, в такую новинку, что мне нужно было большое количество времени, чтобы Привыкнуть, да? привыкнуть, понять, распробовать. Например, сочетание, вот есть губадия национальное, да, татарский пирог. Для меня это было такое интересное сочетание. Как это может быть? Курт, яйца, Творог, да, рис, яйца. и сладкие. Они же сладкие, то есть это было так удивительно, но, честно говоря, это вообще один из моих любимых. Сейчас. вот. Да. Так, посмотри, пожалуйста, сколько мы еще обжарим. Отлично, Достаточно? Отлично. Так, тарелочку берем. Руслан, а вы же вот так вот надо было делать красиво. Ну, Это пойдет? Нет, она просто чуть-чуть тяжеловато для этого, извините, так, пожалуйста. давайте я попробую. Так. Во. Но все-таки надежда бывает на кухне. Чуть-чуть, Чуть-чуть да. опыта Ага, есть. Чуть-чуть. Красиво. Выкладываем, да. Сейчас вторую партию пожарим, да? Давайте сразу вторую. Давайте. Маслица. Да, мы делаем 2 тарелки сегодня, чтобы всех накормить. Про любовь к кулинарии мы уже узнали, но Ага. сейчас расскажи нам свой жизненный путь. Ну, я приехала, как уже говорил, в 97 году сюда, в Казань, из небольшого провинциального городка. Называется он Кирово-Чепецк. Но первое театральное образование ты получила там? Да, я занималась в театральной студии. Она была, конечно, любительской, но по своим каким-то дисциплинарным правилам она могла затмить любую какую-то профессиональную студию, потому что уже на том этапе мы знакомились с творчеством Михаила Чехова, Станиславского, очень много читали, занимались пантомимой, пластикой. В общем, я была уже готова к поступлению. Мы ставили спектакли, работали над собой очень много и очень сильно. И у нас был очень дружный коллектив. Очень. А мечта стать актрисой, когда она возникла? Вот перед собой ты цель поставила? Я думаю, что вообще не было никакой цели, просто я уже знала, что... Я просто это знала, что это мой путь. Другим ничем заниматься, ну, наверное, могу, но не так стопроцентно, наверное, не с такой отдачей. Но кроме интересного разговора нам еще придется сегодня продолжать готовить. Да. Давайте. Что мы делаем дальше? Сейчас мы будем начинать готовить соус. Он должен минут 15 томиться, поэтому мясо достаточно быстро жарится, поэтому мы поставим соус, и он как раз у нас подойдет к тому времени, как мы пожарим наше мясо. Так, я Да. пока включаю сотейник. Разогреваем сотейник. Итак, в сотейник, в разогретый мы кладем сливочное масло. Сколько, половинку? Да. Так, маслица. Ага. Есть. Потом выдавим туда чесночок. Сколько головок? Мы делаем Всё, да? двойную порцию, поэтому мы выдавим. Ну и чесночок, мне кажется, им нельзя мясное блюдо испортить. Кладем, сейчас у нас чесночок начнет жариться, и мы кладем туда Тимьян. тимьян. Чуть-чуть. Да. Вот. А мы продолжаем? Да. Надежда, вспомним 97-й год. Приехали сюда по приглашению? Нет, Или нет, уже нет. была какая-то мечта? Вот, поеду в Казань. Это вообще отдельная история, потому Послушаем. что моя подруга поступала сюда, в Казанское театральное училище, 3 или 4 раза. И она сказала, что она еще раз поедет. И я даже как-то не удосужилась выбрать какое-то заведение. Я думаю, я поеду с ней. И поступила. Да, и поступила. Мы не доехали до театрального училища. В тот момент проводился набор в Институте культуры. Вот, Юрий Алексеевич Плагов проводил этот набор. И я вот как-то так судьба сложилась, что я туда поступила к нему на курс. Помнишь произведение, с каким ты пришла на экзамен? Да, я читала басню «Корова и петух». Я кукарекала очень мощно. Я думаю, сразу все обратили на меня внимание. Я пела, я танцевала, я читала отрывок из своего любимого произведения «Любовь к нему только растет». Это «Мастер и Маргарита» Булгакова про тьму, пришедшую со Средиземного моря. Вот. Так, добавляем. Ага, добавляем. Вот так. Так, пока оставляем на медленном огне, да? Да, я могу сейчас вот сюда, можно так? Переместиться. Да, я хочу переместиться, заниматься соусом, а вам я могу поручить резать мяско тоненько. Вам это можно поручить? С да? удовольствием. Мы используем сегодня свежую говядину. Да. Итак, чесночок у нас уже вот так хорошо-хорошо поджаривается. Добавляем томатную пасту. Я буду класть 3 ложечки. Ложу. Залог красивой резки мяса – это что? Заточенный нож. Да. Сегодня я их не точил еще. Я могу вам показать рецепт, как бы меня научил муж. Секрет. Да, секрет. Я Как вам поточить ножи. могу. Да. Я, кстати, так
Пожалуйста. Нам понадобится кружка. Вот. Обычно фарфоровая чашка. Да, мы берем. Вот видите, у нее здесь такой, как сказать, ободочек, да? Ага. Вот лезвие ножа, вот. Вот. То И есть мы всего лишь. всего. И это действует, и я даже в гримерке иногда, когда там что-то у нас бывает, я так тоже подтачиваю. Вот что, значит, заслуженный артист. Все секреты, не только театральные, но и кулинарии знает Надежда. Браво. Да. После окончания института вас сразу прям пригласили в театр? Позвонила мне моя мама, я тогда была в лагере, значит, я еще работала вожатой в лагере, и говорит, что Надя срочно нужно ехать в Казань, потому что Александр Яковлевич Славутский хочет посмотреть наш курс. Ну, в сентябре я должна была пойти уже 5-й курс заканчивать. Вот. Сейчас отвлечемся чуть-чуть. Уже можно добавлять протертые томаты в наш соус. Вот. Мы вообще в оригинале там стакан идет. Вот. Вот, в принципе, мы всю чашечку, наверное, и Добавим. Да, добавим. Итак. Приезжаешь в Казань. Да. Радостная. Да, мы очень готовились. Мы готовили песни, мы что-то там хором танцевали, мы топотали как слоны, я помню, мы так старались. Это было очень смешно. Пришел Александр Яковлевич, всех остановил, наше стадо. Хватит. Мы все сели, и он стал одного за одним просматривать всех наших студентов. Я видела, как он работал с артистами, и я помню, как-то у меня отложилось, что надо сразу слушать и сразу стараться вникать. Понимаешь, не понимаешь, но надо сразу пытаться, бросаться в бой, то есть... Вот, и он делал мне какие-то замечания, я не знаю, насколько я точно их выполняла, но я так с такими глазами, я говорю, да, вот, и в итоге меня приняли. А вот. сколько еще человек с вашего курса? У нас взяли всех мальчишек, 5 мальчишек, и меня, одну из девочек. Вот так. Что и было началом успешной карьеры Да. в нашем любимом театре. Да. Что с соусом пока? Наш соус вот готовится, томится, и мы в него добавим кипяченой воды. Так, пожалуйста, Да. водичка. Ну, не весь стаканчик мы добавим, наверное, половиночку. Это так. Ага, вот так. То есть на этом все ингредиенты для соуса, они уже там. В принципе, да. Только приправ, соль будем... По факту. Да, и еще чуть-чуть добавим растительного масла, чтобы не пригорал, не подгорал соус. Ну, прям капельку тоже добавляем. Секрет многих вкусных мясных блюд, кстати, Соусов. соус. Да. Так, с мясом Да. посмотри, пожалуйста. Да, ну, мы можем его еще пополам разрезать. То Да, есть вот эти пополам вот кусочки. эти кусочки, да? Да. Ага. Я уже говорил, что на нашей кухне было много актеров Да. из различных театров, в том числе и Качаловского. И многие говорят, не люблю я вопросы, ваша любимая роль, да? И я теперь спрашиваю, запоминающиеся роли вот за столько лет работы в театре. Какие остались на душе, какие до сих пор, кстати, еще идут Да. спектакли? Когда я только пришла в театр, я сразу вот так получилось, мне дали роль Цейту, скрипача на крыше. И эту роль я играла 10 лет. Да, и даже я могу сказать, что когда я смотрела из зала этот спектакль, у меня внутри тоже было ощущение, что я буду играть эту роль. И, то есть это не было специально, то есть я не сидела и не думала, я буду играть. Нет, я просто как-то это тоже поняла, что я буду там. И после декрета вот я вернулась опять к этой роли, я ее играю, поэтому самая запоминающаяся, потому что, как первый. Ну и многие зрители вас помнят по этой роли. Ну да. А все-таки за 10 лет не бывает такого, что перегораешь вот в определенном амплуа? Одно и то же, каждый раз, один и тот же текст. Может быть, не перегораешь, может быть, из каких-то ролей, как это закономерно, ты вырастаешь. Сейчас, например, мне 37 лет, и тоже какие-то роли, например, я уже не могу играть. Ты плавно переходишь в другой амплуа, скажем так. Но мы сегодня тоже плавно переходим от одного кулинарного задания к другому. Да-да-да. Мясо готово, что делаем с ним? Кладем сливочное масло на сковородку. Также, то есть, кстати, давай возьмем вторую сковородочку. Да. Сковородок у меня много. Хорошо. Маслица? Кладем, да. Перекладываем мясо. Сейчас сначала оно растопится. Пусть растопится. Обязательно, а как же. Руслан, пока топится наше масло, Маслица? да, маслица на сковородке, давайте посолим, перчиком. Поперчим, да? Поперчим. Так, вот соль. Вот у нас перчик, все у нас Да, здесь есть. да, грубо Можно говоря. прям сверху, да, вот так? вот? Конечно, и посолить как А мясо следует. любит специи ведь. Да, оно обожает. Так, перчик, Ага, соль, да. и потом начнем его обжаривать. Да. А пока, дорогие телезрители, небольшая пауза, оставайтесь с нами. Блюдо турецких татар мы сегодня готовим, и все самое интересное в этом рецепте после небольшой паузы. Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня мы раскрываем секреты Качаловского театра и готовим блюдо турецких татар под названием «Искандер кебаб» с очаровательной актрисой Надеждой. Надежда,
Да. Мой компас земной. Да, Сегодня именно на, так. на кухне. Мы готовим чудесный соус, который будет... Обрамлять наши блюда, Да. да, сверху. Подготовили и обжарили Лаваш. лаваш на сливочном масле. Да. Замариновали говядину, соль, перец. И отправляем Да. мясо. По кусочечку. Вот так То красиво. есть каждый кусочек мы должны обжарить Да. с двух сторон. Надежда. Да. Во-первых, поздравляю с началом нового театрального сезона. Спасибо большое. Буквально вот несколько Да. недель прошло. И уже премьеры. Премьеры Да. ожидали наших зрителей. И вдвойне приятнее, что в этой премьере участвовала Надежда. Расскажите Да. про роль, про сам спектакль. Спектакль называется «Бег». Это пьеса Михаила Афанасьевича Булгакова. Написана она в 1926 году. Как говорит один из персонажей, лихолетие. Мне кажется, это вообще очень точная фраза. Она очень точно отображает то, что происходило тогда с людьми. Пьеса очень непростая. Я всем рекомендую прийти и посмотреть. Я не буду каких-то секретов раскрывать, но я думаю, он никого не оставит равнодушным. Этот Расскажите спектакль. про Да. вашу героиню. Мою героиню зовут Людмила Николаевна Корсакова. Это походная жена генерала Черноты. Существовал настоящий прообраз этого персонажа. Это Нина Нечволодова. Это очень сильная женщина, очень волевая. И я думаю, что это самый преданный человек. Но так сложились обстоятельства, что судьба их развела. Это очень драматический, очень сильный персонаж. И от меня он тоже потребовал очень больших затрат. Я скажу одно, нужно выложиться по-честному на все 100%. Итак, Руслан, у нас подходит мясо. Да, нужно смотреть, чтобы оно не пересушилось. Попробуем соус. И, как я уже говорила, много вариантов, поэтому мы сейчас посмотрим. Если надо будет, добавим соли и даже можем добавить щепотку сахара. Сейчас. Угу. Ощутить это на вкус. Хотите Так? попробовать? Так, с удовольствием. Чуть-чуть. Что добавим? Я думаю, Соль? чуть-чуть соль немножко можно, да? Я тоже так думаю. Ведь видите, как у нас? У нас уже тандем. Тандем готов. А как насчет перчиков? Добавим? От перчика я никогда не отказываюсь, добавляем. Все. Добавляем. Шулай. Правильно? Шулай здесь. Шулай, удобно. шулай. Да? Можно употребить. Какие еще новые премьеры вы приготовили для наших зрителей в этом театральном сезоне? В декабре мы порадуем наших зрителей. На малой сцене у нас выйдет такой спектакль. Назовем его спектакль. Называется он «Ретро-концерт». Вот, он родился из программы «Кабаре», которую мы возили с собой в Марсель. Она шла после спектакля, после основного спектакля, но пользовалась не менее большим успехом. Там наши артисты замечательные, профессионально поют, профессионально танцуют. Поэтому это будет такой новогодний сюрприз для наших зрителей. Ну и сам формат такого Камерный, представления, да, это да. впервые, да? Да, Поэтому на будет сцене. вдвойне Да, интереснее. Да. Ну а сейчас предлагаю поговорить про гастроли. Да. Тем более уже затронули Францию, город Марсель, куда вы, кстати, уже не единожды ездили. Да, нам очень Зрители нравится. уже знают. Да. Казанский театр Да. ждет. Да, нас там очень любят, очень хорошо принимают. Ну, Марсель — это же французская кухня. Как, кстати, питание-то артистов происходит? Приходится самим готовить? Да, готовим сами. А если это тот же Марсель, например, мы очень удобно живем. Это всегда апартаменты, где можно готовить. И вот здесь проявляются те самые кулинарные Да, навыки. да. Ну и во-вторых, там везде рынки, все свежее. Пожалуйста, клубника, пожалуйста, морепродукты, что хочешь. Это, конечно, В очень общем, с этим проблем замечательно. нет. Я Да. правильно сейчас? Правильно. Да, я Да. как бы без спроса начал все это перекладывать. Сейчас у нас уже одна тарелочка будет готова, мы ее сервируем, да, потом доделаем вторую. Потом нам надо будет еще овощи обжарить тоже. А сейчас мы обжарили последние кусочки мяса. Я их перекладываю. И что-то вы говорили про овощи. Да, мы сейчас порежем перчик и поджарим его, обжарим. Вот. Здесь же? Да. Вот. Вот мы тут затронули тему премьер. И вот я хочу сказать, что вообще для нас, для артистов, самое такое большое событие этого года. Да, этого сезона. Это юбилей нашего худрука Александра Яковлевича Славутского. Да, ему исполняется 70 лет. Тут надо сделать паузу, поаплодировать. С наступающим днем рождения. Я позволю себе от нашего коллектива поздравить Александра Яковлевича с наступающим юбилеем, пожелать ему здоровья, душевных и физических сил, потому что руководить таким кораблем, как Театр-Дом, а у нас именно Театр-Дом, это очень-очень-очень сложное, непростое занятие. Поэтому, Александр Яковлевич, мы вас очень любим и желаем вам здоровья, счастья. Вот. Будьте здоровы. Да. С юбилеем.
что еще нам надо будет сделать для того, чтобы пробовать это блюдо? Нам нужно будет сейчас соусом, мы зальем наше мясо, выложим красиво перчик, помидорчик. И как финальный аккорд сверху все это поливается сливочным маслом. Когда мы были в Турции, опять же, мы были с нашим театром, там есть специальные заведения, которые специализируются только по приготовлению искандер-кебаба. И там при подаче подходил официант с сотейником, и всегда при вас красиво-красиво. Все это поливалось Да, обильным маслом. да. Но это еще раз подтверждает, что это блюдо действительно татар. Только татары любят. Правильно, да. Чем больше масла, Да. тем вкуснее. А вот с татарской кухней меня уже основательно познакомила свекровь Дания Шайхуловна, за что ей большое-большое спасибо. И пламенный привет от нашей программы. Да. Итак, финальный этап приготовления нашего оригинального блюда. Искандер-кебаб. Сейчас нам нужно залить вот наши 2 тарелочки, залить так основательно, все выливаем. Да? Красиво? Льем, это Ой, мало, ой, это ой, мало. ой, ой, ой. Да, вот прям он должен весь залит, у нас он немножечко уварился. С этим мы закончили. Овощи. Овощи, в каких-то вариантах их кладут сбоку, в каких-то вариантах сверху, как вот мы хотим. Мы хотим красиво. Давай красиво уложим. Да. Следующий этап мы кладем йогурт или вот катык. Сверху поливаем или как? Или рядом буквально? Нет, мы кладем его рядом, мы его не, есть как им не соус, поливаем. Да. Мы Сейчас, секундочку. выкладываем его красиво вот так. Вот Красота, видите? да и Да, только. вот. Ну, а сейчас готово? А сейчас еще не совсем готов, Последний потому штрих. что, да, последний штрих – это сливочное масло, которым мы тоже обильно, щедро поливаем наше блюдо. Искандер-кебаб по-татарски готов. Прошу к столу. Искандер-кебаб. Для соуса в сотейнике разогрели сливочное масло. Немного обжарили чеснок, затем добавили тимьян, 3 столовые ложки томатной пасты, 2 стакана протертых томатов, полстакана воды, 1 столовую ложку растительного масла, соль и перец. Довели смесь до кипения и затем потомили на медленном огне до загустения. Лаваши разрезали на небольшие квадратики и подсушили на сливочном масле. Говядину нарезали очень тонкими ломтиками, посолили, поперчили и поджарили на растопленном сливочном масле. Затем на этой же сковороде обжарили овощи, сладкий перец и помидоры. На блюдо выложили подрумяненный лаваш, сверху мясо, залили все соусом так, чтобы весь хлеб под мясом пропитался. Добавили обжаренные овощи и немного густого йогурта на край тарелки. В завершение блюдо полили растопленным сливочным маслом. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Пробуем? Все у нас готово для того, чтобы попробовать блюдо турецких татар Искандер-кебаб. Да. Прошу. Есть ли Так. какие-то секреты в этом процессе? Ну, надо желательно подцепить и соус, и хлебушек, и мяско. И приятного аппетита, господин Ахмад. Биг темле. А я просто похлопаю. Надежда, хочется еще раз поблагодарить тебя за это оригинальное блюдо. Кстати, сколько я раз был в Турции, а это более 10 раз. Искандер-кебаб я не пробовал ни разу. Ну, А теперь ты попробуем, приготовил его да? действительно как настоящий турецкий повар. Очень вкусно. И секрет этого блюда не только в этом соусе. Здесь все очень вкусно, все очень гармонично. Попробуйте сами. И самое главное, запейте его Да. свежим айраном. Надежда, к сожалению, на этом наша вкусная программа подошла к концу. Да. Еще раз большое спасибо. С открытием нового театрального сезона. Я сейчас попробую огурчики Обязательно. и помидорчики, которые ты принесла для меня. Да. Ну, а с тебя красивый иголок. Давайте подытожим четверостишьем из прекрасной песни Булата Шамовича Акуджавы «Надежда, маленький оркестрик». Мы ее переделывали на один из наших капустников, да, даже видео есть. Вот. И звучит это так. И целый мир тебе подвластен, лишь зажигаются огни, театр наш маленький оркестрик. Под управлением любви театр наш маленький оркестрик. Под управлением любви. Спасибо, Надежда. Дорогие наши зрители, мы ждем вас на наших спектаклях. Пожалуйста, приходите. А мы ждем вас на канале ТНВ в 11:30. Не пропустите нашу вкусную программу. Пока-пока. Пока!
Havo tirishi nindi buliga qaramasdan, Kukmara sovuq sobalari sizga yaxshi kayf bo'lagi tashak. Yaqinlaringiz ham tuganlaringiz uchun rohatlanib azirlagiz. Kukmara damli rizq, o'ng'ayli sovuq soba. Hem faydalı